Мошенники получали доступ к личным данным, пытались украсть деньги из онлайн-банков и электронных кошельков, то сейчас научились взламывать и мессенджеры. Например, получив доступ к WhatsApp, преступники начинают массовую рассылку с просьбами о финансовой помощи по всем контактам. Находятся люди, которые просто не могут отказать в просьбе близких людей и переводят деньги. Жители Ингушетии все чаще стали попадаться на такие уловки. При этом добровольно прощаются со своими средствами. Действительно, периодически поступают заявления от граждан о том, что якобы им написали с аккаунта их знакомого человека, просили денежные средства, то есть то и либо в долг, либо в том числе зафиксировано преступление, когда потерпевший сообщает о том, что ему написали с аккаунта его руководителя о том, что необходимо отправить денежные средства, и, соответственно, как будучи подчиненным, потерпевший отправил денежные средства, однако не подозревая о том, что данный аккаунт, то есть его руководителя или знакомого, ранее был взломан, то есть незаконно был получен доступ к мессенджеру, либо к аккаунту какой-либо другой сети. Житель Назранского района таким образом потерял 47 тысяч рублей. Откликнулся на просьбу друга, который находится в Саудовской Аравии. Аналогичная ситуация произошла и с жительницей Магаса, которая перевела 30 тысяч рублей самозванцу. Все это официальные сводки МВД. Поэтому очень важно обезопасить себя от взлома телефона. Сделать это несложно. Чтобы обезопасить свой телефон, не переходите по незнакомым ссылкам, даже если вас просит очень близкий человек, которого вы вроде знаете. Установите антивирус, проверяйте контакты. Если вам пишут в слезах родственники или друг, просто позвоните ему на телефон, задавайте проверочные вопросы. И самое главное, первым же делом установите двухфакторную авторизацию. Это можно сделать в WhatsApp через настройки за считанные секунды. Мошенники также используют старый трюк с ДТП. Вам поступает звонок от сына или дочери по WhatsApp. С той стороны человек в слезах просит перевести деньги на чужую карту. Мол, таким способом можно все решить. С уровнем развития нейросетей подобные трюки становятся более опасными. В век информационных технологий действительно сложно ориентироваться в сети. В данном случае, чтобы обезопасить себя, лучше непосредственно, если гражданин думает о том, что ему позвонили и у него есть какие-то опасения по факту того, что данный аккаунт взломан или что ему звонят с подменным, так скажем, изображением через нейросеть и так далее. Связаться с близким родственником, того, с кем он имеет диалог, либо непосредственно позвонить ему на мобильный телефон, то есть не через интернет. Жулики выводят деньги на чужие карты. Это один из звоночков, которые должны насторожить пользователя. МВД по Ингушетии предупреждает граждан и призывает не доверять внезапным сообщениям от якобы родных или знакомых с просьбой перечислить деньги, не убедившись в том, что собеседник действительно тот, за кого себя выдает. Принимаются меры по профилактике данных видов преступлений, то есть до населения доводится о видах, схемах мошенничества и способы не попадаться, так скажем, под уловки мошенников. В основном взломы WhatsApp происходят через специальные фишинговые сайты. Важно не переходить по незнакомым ссылкам, проверять подлинность интернет-портала, которым вы пользуетесь. Иначе ваши личные данные прямиком попадут в базу данных преступников. То же самое касается и телефонных программ. Мошенники разрабатывают левые программы Сбербанк онлайн и также крадут всю конфиденциальную информацию. Все эти действия классифицируются как мошенничество. Наказания варьируются, то есть варьируются от способа совершения, от квалифицированных признаков, сумма ущерба, то есть много факторов. В любом случае мошенничество можно совершить как небольшой тяжести, так и особо тяжкое, то есть и так далее. Наказание строго варьируется и указано, соответственно, в Уголовном кодексе. В этом году возбуждено 103 уголовных дела по факту мошенничества, 31 раскрыто и направлено в суд. В прошлом году было возбуждено 167 уголовных дел, из них 84 раскрыто. В случае, если вы все же стали жертвой мошенников, немедленно сообщайте в полицию. Правоохранители вычисляют преступников и призывают к ответу по всей строгости закона. Виновникам может грозить лишение свободы до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Зелимхан Калоев, Али Зязиков, Магаз 24.